заключение выпуска о спорте в рамках традиционной 4-й спартакиады среди предприятий города Нерюнгри прошли очередные соревнования. В этот раз команды состязались в настольном теннисе. Слово Игорю Акимову. Настольный теннис стал вторым видом спорта в спартакиаде среди предприятий города. Принять участие и побороться за первое место заявились 5 команд городских предприятий. Команда налоговой инспекции, Нерюнгринская районная администрация, Сбербанк России, Востокнефтепровод и Пенсионный фонд. Второй вид программы у нас настольный теннис, который мы сегодня проводим. Следующий вид у нас будет лыжные гонки, потом плавание. Спартакиада у нас по положению, она посвящена у нас празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне и празднованию 40-летия образования города Нерюнгри. В долгой и упорной борьбе призовые места разделились следующим образом. Первое место заняла команда Востокнефтепровода, второе место завоевала команда налоговой инспекции и третье почетное место взяла команда Нерюнгринской районной администрации. Всем командам были вручены памятные медали и почетные грамоты. Надо гордиться, да? Гордишься, мама? Молодец. Кому вручать? Ну, все понятно. Держи. Традиционная спартакиада в этом году включает в себя 8 видов спорта. По окончанию всех соревнований команда, набравшая наивысший балл во всех состязаниях, получит переходящий в Кубок первенства. Также в этом году организаторы заменили 2 вида спорта, и теперь участникам придется посоревноваться в шорт-треке и велокроссе. Игорь Акимов, Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК Саха, Нерюнгри.